Так, ну что, у нас рыбное волшебство продолжается. И продолжением наших рыбных заготовок будет у нас икра. Икра зимняя, икра твердая. И с ней будет Сергей Витальевич проводить особый ритуал. Как это он все делал, уже показывал все у себя на канале. Зрители моего канала еще такого не видели. С грохоткой все это делается намного быстрее. В избушке мы делали это с помощью ложки и получалось не очень, да? А так все четенько. Икра вот падает, пленка остается. А вот эта рыбка у нас голец. Вчера подсолили. Сегодня у нас будет эта подсоленная рыбка на ужин. Варить, да? Будем варить. Отварная рыба, но заранее подсоленная только. Если просто свежую отварить и подсолить, это будет уха. Да. А вот если днем раньше подсолить, она подсолится, потом это все дело промыть. Не промыть, сварить. Промыть, приготовить, и получается как блюдо? Отварная соленая рыба. Вот так вот. Так что сегодня она вот ждет нас такой замечательный ужин. Так. Тем временем один мешочек уже разодрали. Чап побесился, устал. Вот такая вот красота вот у нас получается. Летом можно мыть икру в холодной воде. Это сюда, да, нет? Без воды. Это не вода, это текло. Можно сюда? Да. Сколько штук в этой икре? Икринок посчитай. Икринок? Возьми, посчитай. Ну, в природе, в дикой природе, я так думаю, созревает не больше, наверное, 50%. Остальное угольцы все поедают, да? Процентов 10 остается от икры до возврата. Возврат со 100 икринок, если 10 выживет, то это хорошо повезло. А если вот эту, скажем, икру собрать, как вот говорит, в советские времена это раньше было, и на рыбзаводах... А рыбразводный зарос. Рыбзавод, получается, выдавливали икру, собирали молоко, перемешивали, и рыба сохранялась практически. Молоть рыбы почти на 100%, там может небольшой этот был, как говорится, может 90-95%, но практически выживали все, и потом уже готовых мальков отпускали в реку. Сейчас таких заводов уже нет, да? У нас нет, в нашей речке. Были бы закрывали. У нас в районе есть, но там выращивают сига, вроде бы хариуса. Вот такая вот грохоточка. Намного ускоряет процесс. Если сейчас вот мы сколько, вот буквально 2-3 минуты, то в избе мы на это потратили полчаса, наверное, да, скрыт? Сему же игру, наверное, также можно. Не знаю. Она так же и делается. Да. Все готово. Тряпочку сухую. Здесь у нас соленый кипяток. Крутой соленый. Сколько примерно? Включай, пусть закипает. Включать, да? Да. Это зимний игра. Вот, включили на 9. И кипятком там тузлук, соль, вода и больше ничего. Продолжаем.
Именно до кипячения не надо, да? До кипячения надо. Закипело. Иначе не пишешь сколько. Икра зимняя. Вот так вот. Летняя икра, можно делать это все холодной водой промывать, да? Смотрите. Тузлучек бывает. Тузлук, да, Это вот не это. вода, это тузлук. А зимой она уже твердая получается оболочка. Шкура у нее толстая, холод. И такая вот природа такой природа такая следилась, чтобы икру можно было кушать, надо слить ее крутым кипятком. Шкурка обвалится, становится мягкая. А если посадить холодным тузлуком, ее просто очень сложно раскусить. Очень толстая шкура. У икры. Толстокожая. Сама икринка. Закипело. Все, процесс пошел. Что есть там? Всякая грязь. Так, время Засекаем. 2 минуты сами. 49 минут. 2 минуты надо, да? Да, где-то так. Сейчас она побелела, так и должно быть. Потом она будет отекать и будет краснеть. А мы везде что-то 4 минуты, да, сделали? Ну, там тузлук разный. Это тоже на глаз. Так-то я всегда на пальце ориентируюсь. В кипяток ты руку не сунешь. Ну да. Вот сейчас будем на глаз смотреть, как получится. Ну, сейчас 2 минуты посолим, попробуем вот до дело поверху на соль. Так, минута прошла. Бляха, задавил. Так нежно стало. Сейчас что проверяешь? Хочу на соль попробовать. А? На соль? Да. Ну как? Слабенький еще. Сколько там? Так, 2 минуты, смотри. минута 50. Сейчас через 7 секунд будет 2 минуты. Все? 2 минуты. Ну все, сливай. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Грубо говоря, будет, пока выльем, пока то все 2,5 минуты. Горячая какая. А в избе у нас, получается, все эти оболочки повскрывались, да? Ну там Эти подавили этой ложкой. Подавили. Все, 3 минуты стало, получается. И все, холодной водой ее больше не моешь, да? Все. Честно, остывает и краснеет. Все, ее сейчас только осталось ждать, да? Да? Пока остынет, и все, икра готова. Да. Она, по идее, должна потемнеть обратно, Да, покраснеть. покраснеть. Она и покраснеет. Так что вот такая вот водичка получилась. Тузлук. Тузлук. Ну вот, в принципе, и все. Если честно, друзья, первый раз вижу, чтобы икру обдавали кипятком. Мы просто у нашей печорской рыбы икру достаем, солим. Но в лучшем случае убираем прожилки, пленку. А иной раз бывает, что употребляем пищу так, просто посолили, намазали, на хлеб поели. А тут вот целый ритуал получается. С летней икрой такая ритуала не нужен. Да, с летней икрой можно холодной водой промыть.
И промыть. Тузлук, да, засолить. Засолить. Промывается икра проточной воды. Зимней промывать нельзя. Потому что она задубеет. Вот так вот. Еще твердо. Так что ждем конечного результата. Сейчас, когда все обтечет, остынет, икра покраснеет, мы посмотрим, что у нас получилось. Так, ну вот и все, икра наша остыла, приобрела красивый цвет. Ну, в общем, что мне тут рассказывать. В общем, друзья, смотрите сами, какая красота получилась с нашей икорки. Горячий тузлук, отстоялась, процедилась, остыла. И вот сколько надо трудов, чтобы получить немножко икры. Ну, вот такую вот баночку. Скажем, бутербродов так на 10-20. Смотря как, смотря какие бутерброды, да? Угу. Не влезет, наверное. Не влезла. Опа, опять. Повторно. Сюда? Нет? Или это не будем мешать? Это не будем мешать. С ложечкой разложим. 500 грамм эта баночка вообще. 500 грамм? Да. Полкилограмма. Я говорю, грамм, наверное, 700 с копейками, наверное, там, да? Сейчас уйдет еще. Это можно уже есть, да? Да. М? Да. Ну еще вкус не набрала. Упала. То есть еще, чтобы набрала вкус, надо еще немножко постоять. Ну да. Ну, может посолить, на которой пересолили, опять пересолим мы. С картошкой пойдет. Нет. 2 минуты солили, опять пересолили. Не угадывай что-то. Потерял статус. О. Да, вроде так нормально. С хлебом маслицем будет самое то. Да. Самое то будет. Вкусняшка. Как-то вот так. 1,5 баночки. Ну, вот почти все на сегодня. У нас что сегодня у нас осталось? У нас осталось сегодня еще Поужинать. поужинать, да, и разложить вот эту рыбу, которая уже вон, смотри, рассолу сколько пустила. Пустила рассол. Обтереть эту рыбу через часика 3 и завакуумировать. Я говорю, сам процесс рыбалки происходит намного быстрее, чем вот эта вся обработка, чистка и все такое. Уже полтухнуть на водички, да. Кого? И опять на птичку кидать. Думаешь, надо? С ней будет. Да, вроде нормально.